русскоязычная и как бы и воспитана в русской культуре, не в бурятской, не в лоне бурятской культуры. Когда я жила в Москве долгое время, ну, многим, осторожно, вот, птичьи, многим было ну, вот, там, моим русским коллегам, приятелям, там, ну, даже где-то отчасти и близким друзьям, было сложновато со мной общаться. Да, как будто определенно, вот все хорошо, а потом вдруг какой-то момент такой, когда им сложновато, они не до конца меня понимают. Потому что какие-то мои реакции на какие-то вещи совершенно вот за пределами их понимания. Какие-то реакции, какие-то оценки, какие-то взгляды. Вот. И потом, когда вот мы, ну, правда, мы могли про это говорить, все, и когда вот мы об этом разговаривали, вдруг вот я, например, выясняла, что это совершенно, или они вдруг выясняли, что это совершенно такие вот какие-то национальные вещи. Например, мы же не договариваем, да? Говорят, мы же всегда не договариваем. Когда мы что-то говорим, особенно когда мы что-то сообщаем. Вот. Когда мы что-то сообщаем, мы там какую-то часть информации оставляем про себя. Мы ее не говорим. Потом, например, мы очень интересно ориентируемся. Ну, так вот, ну, не для камеры, а просто тут у меня была очень забавная история с Витей Жалсаном. Он нам объяснял, как найти буддийский центр. Ну, они же там кочуют в Москве, да? Как найти буддийский центр. Вот по-моему, уже тогда по-московски, ну и, может, не по-московски, было просто назвать адрес, вот, и назвать там один ориентир. Там вот дойдете прямо там, до церкви, вернете налево. Вот. И вторая подворотня ваша. А Витя рассказал нам такую историю, которая, знаете, в переводе на бурятский язык там она обозначала, что вот доедете там до этой сопки, потом будет там вот чуть-чуть там где-то там как-то в стороне, не правее, не левее, а чуть-чуть в стороне, там будет какая-нибудь вешка.